Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». Пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Накануне переговоров по межсирийскому регулированию в самой Сирии возобновились ожесточенные бои. Правительственные войска берут верх над оппозицией в целом ряде провинций. Власти Таджикистана решили собрать весь республиканский интернет под одной государственной крышей. Теперь отключить всемирную сеть можно будет нажатием единственной кнопки. Хакерская атака на одну сеть Таджиктелекома, и в этот момент пострадают все. То есть мы лишимся связи в целом. Единственного мальчика приходит, как гвоздями прибили к асфальту. Бывший актер по заданию государства запугивает младших школьников на Урале небылицами о распятом в украинском Славянске русском мальчике. Дети в шоке, родители пишут на лектора заявление в прокуратуру. Оскорбляя друг друга, в будущем вырастают Меркель, Обама, Кэмерон, Олланд. В Казахстане пытаются решать проблемы детей-аутистов, не прибегая к помощи государства. Результаты впечатляют. Десятки выздоровевших. Все равно, кто что скажет, кто что подумает. Самое главное, чтобы ребенок развивался. Тюремный срок за репост в социальной сети. В Казахстане лишили свободы двух гражданских активистов. Серикжан Мамбеталин и Ермек Нарымбаев были приговорены к 2 и 3 годам заключения. Их обвинили в разжигании розни. Разместив на указанных страницах слова, содержащие признаки возбуждения национальной розни, оскорбления национальной чести и достоинства казахской нации, тем самым... Поводом стал отрывок из книги, который, по словам подсудимых, был скопирован из интернет-сайта. Родственники и сторонники активистов назвали приговор несправедливым и очень эмоционально отреагировали на решение судьи. Мой сын через 2 года выйдет, но к этому времени ваше правительство рухнет. Вы должны это знать. Это типично политизированный заказной процесс. И мне очень жаль и очень печально и вообще очень тревожно, что, видимо, вот с этого процесса в нашей стране начались новые времена. Таджикских операторов связи и провайдеров объединили в единый коммутационный центр. Данное постановление было подписано президентом республики Эмомали Рахмоном. Это значит, что теперь власти республики смогут отключить любую мобильную связь и интернет когда угодно и по своему усмотрению. У нас на связи наш корреспондент Анушервон Арипов. Анушервон, здравствуйте. Сообщается, что данное постановление было принято в целях безопасности. Что говорят по этому поводу сами интернет-провайдеры? Здравствуйте, Динара. Постановление о создании единого коммутационного центра было подписано президентом страны Эмомали Рахмоном. До конца года все международные услуги связи и интернета должны будут осуществляться только через него операторами связи и провайдерами. Объявленная цель – обеспечения национальной и информационной безопасности, возможность отслеживать серый трафик и телефонные разговоры. По мнению экспертов, коммутационный центр также позволит правительственным структурам отключать выборочно связь и интернет в случае необходимости. Пока не существует пакета документов и положений, определяющих, как центр будет создан, но специалисты считают, что он может не оправдать своих целей и даже наоборот будет нести угрозу безопасности. Это делается во благо информационной безопасности, но возникает вопрос, как это может быть во благо, если мы всех провайдеров, всех операторов службы мобильных привязываем к одной сети, пропускаем через одну сеть. То есть может произойти любой форс-мажор, допустим, хакерская атака на одну сеть Таджиктелекома, и в этот момент пострадают все. То есть мы лишимся связи в целом по стране, мобильной и интернет-связи. Коммутационный центр планируется создать на базе национального интернет-провайдера, который сможет устанавливать цены частным компаниям. По словам экспертов, это повлечет за собой монополизацию рынка, что противоречит законодательству страны, а также приведет к понижению качества услуг. Государственная компания не входит даже в 5 лучших провайдеров, несмотря на господдержку, не имеет, по мнению экспертов, ни ресурсов, ни качественного оборудования, ни специалистов. Я очень переживаю за тот момент, что этот единый коммутационный центр, будучи внедрен в Таджиктелеком, последует участь того, что происходит сейчас с Таджиктелекомом в плане предоставления услуг интернета, там, других каких-то услуг, когда сервис, мягко говоря, не очень-то
хорошие. Создание единого центра также требует больших финансовых расходов на закупку и установку специального оборудования. Интернет-провайдеры называют сумму как минимум в $50 миллионов. Расплачиваться за это придется, скорее всего, простым пользователям, которые в большинстве своем недовольны и нынешними ценами и качеством соединения. Цены высокие, при этом скорость низкая. Качество не отвечает стоимости услуг. Да, есть интернет, Telecom Technology, стоит 200 самон в месяц. Вас устраивает цена и качество услуг, то есть мощность интернета? Относительно. Почему? Ну, иногда интернет отключают, скорость низкая бывает. Цена слишком дорогая, а за этот трафик дается очень мало. Пример приведите. Пример? Ну, я плачу 80 самонов, 5 гигабайтов. Вот это уже ничего нет. То есть фильмы не посмотришь? Нет, только работаешь и все. 56 самонов, 2 гига покупаю, она тоже нормально хватает. Ну, а почему интернет получше себе не подключите? Побольше? Ну, дорого. Также специалисты говорят о том, что те функции, которые должен будет выполнять единый центр, при сегодняшнем уровне развития технологий можно осуществить и менее затратными методами. Но так как решение о создании коммутационной базы уже принято, они предлагают сделать это на коммерческой основе с привлечением всех операторов сотовой связи и провайдеров, чтобы все работало и приносило прибыль. Динара. Спасибо, Анну Шервон. Далее в программе. Накануне переговоров по межсирийскому регулированию в самой Сирии возобновились ожесточенные бои. Правительственные войска берут верх над оппозицией в целом ряде провинций. Единственного мальчика 3 годика гвоздями прибили к Господу. Бывший актер по заданию государства запугивает младших школьников на Урале небылицами о распятом в украинском Славянске русском мальчике. Дети в шоке, родители пишут на лектора заявление в прокуратуру. Оскорбляя друг друга, в будущем вырастают Меркель, Обама, Кэмерон, Олланд. Накануне переговоров о межсирийском урегулировании в самой Сирии возобновились ожесточенные бои между правительственной армией Башара Асада и повстанцами из умеренной сирийской оппозиции. Как отмечают эксперты, стороны конфликта пытаются улучшить свое положение на фронтах, чтобы начать переговоры с более выгодных позиций. Армия Асада в последние дни берет верх сразу в нескольких сирийских провинциях. Представители сирийской армии заявляют, что самых значительных успехов им удалось достигнуть в провинции Латакия, которая на сегодняшний день уже почти полностью зачищена от повстанцев. Под контроль военных перешли сразу несколько стратегических населенных пунктов. В частности, был взят небольшой город Рабия, который называли ключом ко всей обороне противников Асада в провинции Латакия. Тем временем боевики исламского государства вновь начали наступление в городе Хомс, где недавно было достигнуто перемирие. По его условиям джихадисты должны были покинуть город вместе со своими семьями. Часть из них действительно отправилась в сирийскую столицу Игил-Раку, но бои в Хомсе опять вспыхнули с новой силой. Мировые СМИ сообщают о строительстве новой российской авиабазы на севере Сирии со ссылкой на источники в американской разведке. Как пишут журналисты британского издания «Таймс», более 200 российских военнослужащих начали работы по укреплению взлетно-посадочной полосы заброшенного аэропорта Эль-Камышлы на турецкой границе. Есть реакция на эти действия со стороны Турции. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не потерпит россиян у своих границ. Поэтому российские военные также строят укрепления для защиты и от турецкой армии. Между тем, всего в 50 километрах от новой российской авиабазы может появиться и американская. Исследовательская компания Stratfor опубликовала спутниковые снимки, на которых, как утверждается, взлетная полоса нового американского аэродрома. И длина этой полосы увеличилась с 700 метров почти до 1,5 километров. Это позволяет приземляться там военно-транспортным самолетам. Курдские активисты сообщают, что американцы уже осуществляют доставку военных грузов на этот аэродром. Не отрицают факт полетов и в Пентагоне. А вице-президент США Джо Байден заявил, что он не исключает начало новой военной операции в Сирии. Да, мы знаем, что будет лучше, если нам удастся достичь политического решения. Но мы готовы, если это окажется невозможным, найти военное решение для этой операции и уничтожить ИГИЛ.
Тем временем российская государственная пропаганда продолжает распространять фейки о зверствах украинской армии и добровольцах на востоке Украины. В частности, о так называемом распятом мальчике в Славянске. В российской глубинке на Урале на патриотических лекциях в школах детям рассказывают истории, которые даже официально были признаны выдуманными. В результате у многих детей начались даже психические расстройства. Подробности у Екатерины Пономаревой. Откуда такая жестокость между людей? Актовый зал школы маленького уральского города. Самое начало патриотической лекции-концерта. Несмотря на наше присутствие, Иван Васильевич верен себе. Сначала спрашивает у 9-леток, дружный ли у них класс, а потом начинает приводить примеры мировой агрессии. А единственного мальчика 3 годика гвоздями прибили к доскам. И когда мальчик умер, бронетранспортером зацепили женщину, таскали по всем улицам. Несколько месяцев дождик не мог смыть кровь женщины мамы. Эту историю в июле 2014 года показал в своем эфире Первый канал. Правда, доказательств того, что в Славянске бойцы украинской армии пытали ребенка и его мать, не было и нет. Но Иван Агулов рассказывает ее как истинный пример жестокости. Еще говорит о тотальной слежке, которую ведет за россиянами Госдеп, вреде интернета и курения. Аналогичную лекцию прослушали и дети этих женщин, после чего, говорят мамы, их дочки-сыночки плохо спят, боятся смотреть телевизор и пользоваться компьютером. На лекции было рассказано, что за нами следят. Мама, знаешь, для чего у нас существуют гаджеты? Для того, чтобы за нами теперь следить. Во вторник мы с ними искали материал по окружающему миру, стали забивать в Google Древний Египет, и у ребенка прям такая реакция, он берет, говорит, мама, вот сейчас мы подключились к Google, сейчас точно за нами через веб-камеру следят. Ну, естественно, пришлось ребенку объяснять, что это совершенно не так. Причем за лекцию всех обязали заплатить по 70 рублей. Эти афиши висели в школе. Активные мамы забрали их как вещдок. В них написано, что Агулов работает по программе президента и правительства. Но мамы поверить не могут, что это официальный курс на воспитание, взятый в стране. В местном управлении образования нам заявили, да, они Ивану Агулову читать лекции разрешили официально. Школьникам с 3 по 11 класс. Кто такой лектор и откуда он, чиновники толком объяснить не смогли. Свою гипотезу, так скажем. Он ее подкрепляет какими-то литературными, может быть, материалами, историческими материалами, после чего, то есть он, решать вам, собственно, да, то есть куда вы, вот будете вы этим Гуглом пользоваться, не будете вы им пользоваться, вы будете так относиться к ситуации на Украине, не будете вы к ней так относиться, то есть он не навязывает свое мнение. Куда больше об Иване Агулове знает действительно Google. Оказалось, он в прошлом артист, уже который год колесит по маленьким городам России со своей воспитательной программой. Раньше все больше о семейных ценностях говорил, а вот в этот заезд решил замахнуться на политику. А где политика, там и распятые мальчики. Они должны знать, что такое фашизм. Они должны знать, к чему приводит это все. Я иногда старшеклассникам, когда у меня старшеклассники, говорю, вы в классе вот то, что вы услышали, дружны, они между собой. А теперь простите, оскорбляя друг друга, в будущем вырастают Меркель, Обама, Кэмерон, Олланд, и ничего нового вы здесь не измените. Адекватностью содержания ответов и лекций господина Агулова заинтересовалась прокуратура. Но пока идет проверка в одном маленьком городе, Кировграде, гастролер едет в другой. Страна-то большая. Так что родители пострадавших детей ищут поддержки, чтобы совсем запретить такие лекции. Екатерина Пономарева для настоящего времени. Инструментом пропаганды может стать даже плохая погода. Федеральные СМИ России все последние дни рассказывали своим телезрителям о снежной буре в США, как о божьей каре, посланной за геополитические прегрешения Америки перед Россией. Андрей Черкасов о словесной буре в российских медиа. Новости о природных катаклизмах – хлеб с маслом для СМИ по всему миру. Масштабную снежную бурю, накрывшую восточное побережье США, в минувшие выходные западные медиа нарекли Сноузиллой по аналогии с монстром Годзиллой. Хотя ранее этот циклон был известен под более прозаичным именем – шторм Джонас. Чтобы получить представление о том, насколько масштабный этот шторм, посмотрите на фото, сделанное с МКС. Новостные ленты запестрели статистикой. Десятки погибших, тысячи отложенных или отмененных авиарейсов. Нарушена привычная жизнь миллионов. Шторм тем или иным образом повлиял на жизнь более 80 миллионов человек. Впрочем, медиа удалось избежать панических настроений. Пока мела метель, в сети то и дело появлялись и набирали тысячи просмотров оптимистичные видео. Катание на санках и на собачьих упряжках. Снеговик перед Белым домом. Битвы снежками.
и настоящий хит уикенда «Радующийся снегу панда». Главное быть осторожными и не есть снег. Нельзя есть желтый снег, или коричневый, или красный. Они загрязнены. Но и белый снег тоже небезопасен. Он накапливает грязь из атмосферы. Когда же стихия отступила, тон СМИ стал собрано-деловым. Время уборки. Миллионам американцев на северо-востоке теперь предстоит заняться расчисткой после того, как шторм Джонас наконец-то отступил. Совсем иначе описание американского снежного шторма выглядит в российских медиа. Учитывая политическую конъюнктуру, СМИ использовали целый ряд подходов для правильного в кавычках освещения стихии. Некоторые в заголовках почти напрямую указывают, на Вашингтон ополчилась сама природа. Сноудзилла съел восточное побережье США. США терзает ледяной шторм. Сноудзилла атакует США. Диаметрально противоположный подход. Продемонстрировать, что, мол, изнеженные американцы малейшего снежка боятся. Снегопад как стихийное бедствие. США в ужасе. Американский Снегзилла оказался российской обыденностью. Уже ажиотажа люди смели с полок магазинов буквально все. Не обошлось без столь любимой публикой чернухи, заботливо выбранной из всех возможных источников, от желтой прессы до соцсетей. В США застрявший в сугробе водитель застрелил пришедшего ему на помощь. В США полицейский скончался, когда чистил снег лопатой. Смерть от пули и сердечного приступа, как жители США переживают снежную бурю. А в подаче московского комсомольца буря – это практически десница Божья, помешавшая американцам и дальше вредить российской экономике. Логика проста. В Америке похолодало, люди стали покупать мазут для генераторов. Следовательно, стоимость нефти и рубль выросли. На помощь пришел генерал Мороз, радуются журналисты. В Казахстане в течение 2 лет действует уникальная программа по социализации детей, больных аутизмом. Наш корреспондент Дмитрий Беляков встретился с энтузиастами, которые на добровольных началах и на частные пожертвования занимаются реабилитацией особенных детей. Дом, в котором живет надежда. В этом небольшом особняке в Алма-Ате расположились участники Ассоциации родителей «Аутизм. Победим». За 2 года существования проекта было проконсультировано более 450 семей. Постоянно занимаются в этом центре около 85. Все развивающие игры и занятия проходят при непосредственном участии родителей ребенка. Вместе разучивают стихи, поют и танцуют. В проекте работают 22 московских специалиста. Психологи и педагоги периодически меняются и живут в 3 странах, где созданы подобные родительские ассоциации – России, Грузии и Казахстане. Руководитель проекта Анастасия Матвиевская отмечает, что именно в Казахстане родители очень восприимчивы, контактны и стремятся социализировать своих детей. Тенденция меняется в лучшую сторону, да, то есть их становится все больше. Кому на самом деле вот все равно, кто что скажет, кто что подумает. Самое главное, чтобы ребенок развивался. И у нас есть достаточно много серьезных, состоятельных семей, да, которые никакой тайны из этого не делают, которые очень рады, что вот мы снимали документальный фильм. Да, у нас была большая проблема, одна мама, она сначала снялась в фильме, потом посмотрели родственники, она перепугалась, она плакала, она звонила, она просила убрать ее, чтобы никто не видел, потому что это самое. Вот. Но на самом деле такая мама была только одна. А большинство родителей очень рады. Пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. Мадина привела своего сына в проект 2 года назад. Об ассоциации узнала случайно. Более того, она даже не знала о существовании детей с нарушением развития нервной системы до того, как ее ребенку был поставлен диагноз аутизм. Каждый день с утра до вечера они фактически живут в этом центре. С каждым днем вот учимся общаться, да, вот наших детей учим контактировать не только вот в семье, а вот только чтобы они здесь находили друзей, чтобы они выросли там обществом, да, чтобы они там социализировались. Одна из главных заслуг ассоциации в том, что родители детей с нарушением развития постоянно обучаются и со временем сами становятся специалистами, способными передавать свой опыт и помогать вновь пришедшим семьям. Проект «Мама Тьютор» готовит педагогов-наставников для детей с особыми потребностями. Ножка на месте.
и пальчики. Ясно? Ясно? Да. Громче. Да, легко. Вот. Венера Казамбаева приехала в Алма-Ату из Уральска специально для того, чтобы поучаствовать с дочерью в проекте. Сейчас она с гордостью может рассказать не только о прогрессе ее родного ребенка, но и о том, как открыть неопытным родителям глаза на их чадо и научить развиваться вместе с ним. Но понимая, что мамы, которые приходят новеньким, им объективно надо помощь, они не знают, что такое, как помочь своему ребенку, они приходят в таком состоянии, и такая ответственность получается уже, и интерес само собой, а вот социальный такой, как миссия, что ли, помочь другим человекам, которые приходят сюда. С 2009 года, благодаря специалистам ассоциации, у 17 детей диагноз аутизм был снят. У десятков других фиксируется положительная динамика и развитие. Регулярно проводятся семинары и тренинги для местных специалистов. 8 психологов и 7 мам-тьюторов уже работают в центре. Еще 19 человек в данный момент обучаются. По примеру алматинских родителей создаются подобные организации и в других городах республики. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Свободу Олегу Сенцову. Таким призывом начался показ украинских фильмов в Брюсселе. В эти выходные в столице Евросоюза прошел фестиваль украинского кино. Сами организаторы до последнего не были уверены, соберут ли украинские картины полные залы. Как в итоге все прошло? Григорий Жигалов. Центр искусств «Базар» – это практически сердце культурной жизни Брюсселя. Каждый день здесь происходят театральные премьеры, музыкальные фестивали, выставки. И вот сегодня вместе со всем этим украинское кино практически сдает экзамен перед брюссельской публикой. Если он окажется успешным, организаторы обещают сделать фестиваль украинского кино в Брюсселе ежегодным. Открывают показы рекордсмен по кассовым сборам среди украинских лент фильм Олеся Санина «Поводырь». В программе и другая визитная карточка современного украинского кино «Племя». Документальный фильм о Майдане, «Гамер» Олега Сенцова. Призыв «Свободу Сенцову» звучит перед каждым фильмом вместе с обращениями украинских и европейских режиссеров. Это первый год фестиваля. Мы решили назвать его «Путь к свободе». Это и путь к артистической свободе, как в фильме «Племя» Мирослава Слобошпицкого. Это и путь непосредственной свободы. Свободы Олега Сенцова, который является украинским режиссером, который сейчас мотает срок в российской тюрьме. На показы съехалась украинская диаспора, смешалась в зале с бельгийской публикой. А вот франко-бельгийский кинорежиссер Алиас Барко снимает на мобильный телефон выступление главы украинского госкино. Алиас и сам теперь живет между Киевом и Брюсселем. Свой последний фильм «Полина» снимал именно в Украине. Медиа сейчас сосредоточены на Украине, поэтому люди теперь понимают, что происходит в Украине. Они знают правду, как эта страна пытается спастись, и теперь украинское кино, искусство, музыка начинают быть более открытыми для нас. Ради украинского кино пришлось пойти на риск, говорит руководитель кинопрограмм центра «Базар» Жюльет Дюре. В успехе события, а билет на сеансы стоил до 15 евро, здесь не были уверены. Правда в том, что мы не знали, какой будет результат. Новый украинский кинофестиваль здесь, в Брюсселе, это что-то нетривиальное. Но мы пошли на риск, решили это сделать, предложили аудитории и видим огромный успех. Сеансы прошли при полных залах. Теперь в «Базаре» уже думают о планах на следующий год. Из Брюсселя Григорий Жигалов, Виталий Еремица. Настоящее время. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.